Доброго дня! Вновь город женщин и вновь новая жизнь с понедельника. Почему бы и нет? Самое главное, сегодня наконец-то мы в студии в полном составе. Прошу любить и жаловать. Аня Сергеева, наш психолог. Здравствуйте. И Ира Дегтярева, хозяйка вкусной шкатулки, которая Добрый день. отсутствовала. Где была ты? Я была на отдыхе в очень красивой стране. Значит, ты привезла нам какие-то экзотические Да, конечно, рецепты. обязательно. Сегодня попробуем? покажу. Прекрасно. Хотя на самом деле тема программы сегодня очень и очень серьезная. Это молодые ученые, их вклад в науку и вообще их жизнь в современном мире. Анечка, как ты думаешь, они сегодня справятся со своим заданием? Ну, конечно, как они не справятся вообще? Наука не только для ученых. Мы сегодня стереотип этот сломаем. Наука в первую очередь для населения на самом деле. Прекрасно. Ну что, приступаем. Еще раз доброго дня. Я полагаю, что молодые ученые, да не только молодые, любые ученые, вряд ли в своей жизни прислушиваются к гороскопам. Но, как говорится, Богу Богова, Кесарю Кесарева, давайте-ка все-таки мы с вами заглянем в этот астропрогноз и узнаем, чего ждать от дня, а то и от недели. Первые деньки февраля уже наступили, а это значит, что скоро весна. Но не будем убегать вперед. Лучше узнаем, чего же ожидать знаком зодиака на этой неделе. Овны, если вдруг почувствуете депрессивное состояние, то не бросайтесь пить таблетки, а пересмотрите свой образ жизни и, наконец-таки, займитесь фитнесом, или йогой. Тельцы, берегите свое личное пространство. Каждый его сантиметр очень важен. Не подпускайте посторонних людей к себе слишком близко. Как говорится, доверяй, но проверяй. Близнецы, не сидите в офисе допоздна, не переутомляйтесь. Иногда все-таки полезно отвлечься от работы. Поход в театр, например, будет как никогда кстати. Раки, а вам нужно уделить время себе и подчеркнуть свою женственность. Можно сходить к стилисту, например, и сменить свой образ. Это точно придаст вам уверенности. Львы, кто-кто, а вы точно устали и значительно утомились. Благо на этой неделе у вас появится много свободного времени. Я вас поздравляю, потому что вы наконец-таки сможете выспаться. Девы, вы знаете, чего хотите, не видите никаких преград и готовы справиться с любой задачей. Будь это крупная сделка или гвоздь, который нуждается во внимании. Весы. Самое время очистить свой внутренний мир от проблем. Постарайтесь их скорее решить, чтобы окунуться в новый месяц с чувством выполненного долга. Скорпионы. Звезды вам советуют отложить подальше телефон и забыть на время о социальных сетях. Помните, живое общение намного лучше виртуального. Стрельцы, если вы творческая натура, то самое время поверить в себя. Выходите на новый уровень, не бойтесь демонстрировать другим свои таланты. Козероги, вы можете быть слишком остры в своих высказываниях. Не критикуйте окружающих, и тогда вам точно удастся сохранить с ними хорошие отношения. Водолеи, начало недели будет для вас весьма напряженным, но в конце вы наконец-таки сможете обратить внимание на себя и провести это время так, как вам хочется. Рыбы, работая над своим внутренним миром и расширяя кругозор, вы привлечете в свою жизнь много интересных и очень приятных людей и точно обзаведетесь нужными знакомствами. Если вы не верите в гороскопы, то все равно нужно будет в них периодически заглядывать или же смотреть, для того, чтобы знать, в каком направлении двигаться в феврале. А в этом мы вам поможем. До встречи на следующей неделе. И рада была бы я принять помощь, но опять пропустила свой знак зодиака. И даже я, не будучи ученым, написала бы все-таки курсовую, поскольку на научный труд это не тянет, причины пропуска астрологического прогноза своего знака зодиака. Я полагаю, что с этим сталкивается очень много женщин. Ну, все, об астропрогнозе все. Давайте перейдем к нашей теме. Сделаем мы это прямо сейчас в рубрике «Счастье быть собой».
Приветствую всех еще раз. И вот тема у нас сегодня «Наука в жизни». Насколько она действительно может пригодиться в нашей жизни. И всегда люди почему-то думают, что наука только для суперумных, ботаников и так далее, да, вот думают, не всегда. что... Да. Прости, что перебью. Это сложилось последние 30 лет, пока мы живем в этой рыночной странной экономике, как так называемой. А так мы знали, что наука – это прежде всего для людей. Наука движет этим миром. Наука в первую очередь направлена на людей. И на самом деле на очень многие бытовые вопросы может ответить как раз-таки наука. Почему? Потому что нет ничего достовернее, нежели научные исследования. Да? И вот если я обращусь к своей жизни личной, да, как мне помогает вообще наука в целом по жизни. Вот я с 9 класса, допустим, очень увлекалась психологией, и в 9 классе я прочитала все работы Зигмунда Фрейда. Тогда я уже поняла, что есть стадии развития детей. Это мне на самом деле очень помогло при развитии своих детей, при воспитывании своих детей, 3 детей, да, и естественно, понимать, что есть у нас подсознание, что есть у нас бессознательное, что у нас есть суперэго, да, и все это я уже знала с 9 класса. И это действительно научные достижения, правильно, да, Зигмунд Фрейд? Я бы спросила у тебя, но спрошу за эфиром потом. Да, но сегодня я нашим дорогим зрительницам хотела бы подсказать, где же черпать такие хорошие научные исследования, которые действительно пригодятся в жизни и вообще в целом. Вот 21 век, есть у всех смартфон, который является просто сегодня незаменимым помощником во всем, да? Открываем, значит, мы его, и у нас есть очень хорошие, как сказать, модно, я просто говорю сайты, а сейчас говорят паблики или как? Ну, сайты, скорее всего, да? Скажи сайт, это не паблик, сайт, скорее всего. И вот есть очень хороший сайт Всемирной организации здравоохранения. Все то, что касается здоровья ваших детей, все то, что касается воспитания даже, можно сказать, все то, что касается каких-то лекарств. Здесь есть поисковик, и Всемирная организация здравоохранения, вот, смело можете обращаться к этому сайту. Почему? Потому что все построено на научных исследованиях, и они действительно очень являются правдоподобными. Да? И вот, допустим, правдоподобными здесь очень хорошее да, слово. И вот здесь, допустим, чтобы все было быстро, как бы я поисковик, я написала просто грудное вскармливание в поисковике, и вот вам, пожалуйста, 10 фактов о грудном вскармливании. Это именно для медиков, получается, раз здравоохранение, да? Нет, для вот всех, я, конечно, для вот, тебя прежде всего тоже вот это я и хочу сломать стереотип о том, что... Покажи так. Стереотип о том, что такие сайты на самом деле не для врачей или для медиков, или для специалистов только в этой области. Эти сайты на самом деле открываются уже для населения, чтобы люди этим пользовались в первую очередь. Вот это очень хорошо, что ты даешь информацию о том, вернее, даешь ссылки, где искать, потому что в море информации легко утонуть. Вот именно, Конечно, потому что я бы конечно. подумала, раз здравоохранение, значит, только для медиков. Нет. Наивная домохозяйка. Вот так вот. И вот есть такой хороший сайт, как Киберленинка. Прямо так и пишем. Да, Киберленинка, я там И черпала Киберленинка, на самом работы. деле, люди думают тоже, статьи пишутся только для ученых. И между собойчик среди ученых эти статьи, значит, они публикуют и друг с другом только читают. На самом деле эти же статьи, исследования проводятся опять же для населения. Да. Все, что угодно, все то, что вас интересует по поводу, не по поводу, вот, о вопросах воспитания, о вопросах там... Все то, что интересует, можно задать, опять же, в поисковике, нажать Киберленинки, написать ключевые слова и, пожалуйста, статьи, исследования последних лет посмотреть, почитать. Ах, вот оно оказывается как, да? Ну, я бы тут немножко вставила свои 5 копеек с тем, что не стоит думать, что это исключительно, что здравоохранение, сайт Всемирной организации, что Киберленинка, что иные научные сайты, что это исключительно все, что покоится на фундаментальной науке, там имеет доказательную какую-то огромнейшую базу, многолетние исследования. Не только это, там есть и статьи свежие, недавние, чьи-то мнения и так далее. То есть не все то, что прошло проверку временем и законами природы. Но, тем не менее, все равно это очень интересно. Но это исследование, Уж ну, конечно, вранья-то там точно нет. все равно статьи проходят проверку на
на псевдонаучность, то есть там никак все равно не будут исследования, которые абсолютно никакого отношения не имеют к науке и какие-то псевдоисследования. Но по степени правдивости все-таки можно там будет поспорить. Ну, ничего. И вот есть очень хороший еще один сайт, это For Brain, прямо вот 4 и Brain пишем, это вот мозг по-английски, да, и тут, пожалуйста, вот опять же, все к жизни, как утренний распорядок дня может изменить вашу жизнь. Тут очень доступными языками, но основываясь на научных исследованиях. 10 популярных упражнений для снятия стресса. Тоже от психологии идет, да? Идеология преподавания Льва Толстого. Ну, все то, что интересует. И тут очень много курсов, скорочтения, вот курсов, да, все то, что сегодня необходимо, как там то есть развить тот, кто память. хочет стать ученым, там студенты или школьники со школьной скамьи, они могут туда зайти, набраться, там что-то почитать. Любой, вот ты можешь. Любой. Смотри, ты... Вот вы можете, Ирина. я-то не хочу ученым стать. Нет, смотри, ты хочешь ввести, допустим, у тебя ресторан, ты хочешь ввести какое-то новое блюдо, но там ингредиент очень спорный по части оказания влияния на ЖКТ. И ты можешь об этом продукте найти совершенно это же киберленинги, которые... Желудочно-кишечный тракт, я имею в виду. Да. И ты там все найдешь. Как раз-таки вот мы же хотим наоборот сообщить о том, что вот эти вот сайты, они на самом деле не для ученых, а как раз-таки для населения. Да. Это то, что адаптировано, наука адаптированная для простого обывателя, так скажем. И ты, как домохозяйка, хочешь, чтобы твои дети засыпали спокойнее, ищешь блюда, которые успокаивают детей на ночь. Пожалуйста, тебе найдут те, которые не вредят здоровью, но на сайте здравоохранения. На сайте здравоохранения, возможно. Запомните. Сайт не здравоохранения, а именно Всемирной организации здравоохранения. Про сайт здравоохранения мы еще поговорим. Очень хорошо. Сделаем мы это, наверное, совсем скоро. Да. Вообще тема у нас, конечно, довольно обширная, и поэтому я полагаю, что мы найдем время поговорить и о сайте здравоохранения. Ну, все-таки ты сама пользовалась этими сайтами для себя лично? Конечно. Все мои дети воспитаны с помощью этих сайтов, и развивались они, и грудное вскармливание, как правильно, все это было из этих сайтов. Жду вундеркиндов, впереди реклама. Мы возвращаемся к программе «Город женщин» в нашу студию. Но перед тем, как пригласить в нее гостей, мне бы хотелось обратить ваше внимание на следующий наш сюжет, который предваряет, в общем-то, появление гостей в этой студии, поскольку он тоже повествует об ученых, но уже с точки зрения финансовой. Как говорится, не только науку развивать, но и свое благосостояние. Кому это удается, как это удается в нашем следующем сюжете. Сколько зарабатывают ученые? Вопрос интригующий и весьма интересный. Рассмотрим список из 5 самых высокооплачиваемых профессий, которые связаны с наукой и новыми открытиями. Если верить интернету, то на 5-м месте инженер по ядерной технике. Его основная задача – это поддержка таких систем и компонентов, как ядерное оружие, ядерные электростанции и ядерные реакторы. Представители данной профессии могут работать в сферах медицины, экологии и информационной технологии. Средняя годовая зарплата, внимание, почти 800 тысяч рублей. На 4-м месте красуется инженер по аппаратному обеспечению. Эта работа предполагает профессиональную подготовку в области электротехники, компьютерного тестирования, дизайна. В таких специалистах нуждаются практически во всех отраслях, от государственной до коммерческой. Средняя зарплата – 1,5 миллиона в год. Их вполне устраивает. Бронза нашего списка достается специалистам по информатике и компьютерным наукам. Ведь не секрет, что с веком технологий данная профессия становится еще востребованнее. Занимаются они теоретическими проблемами программирования и обработкой данных, а также решают задачи, связанные как с программным, так и с техническим обеспечением. А в год за это получают больше 2 миллионов рублей.
На второй строчке расположились физики, которые активно вовлечены в актуальные научные исследования. Кто-то из них выдвигает теории и находит новые законы, объясняющие явления в природе, а другие специализируются на практических приложениях физических законов, а получают за год они, если очень-очень постараются, 2,5 миллиона. Итак, титул самой высокооплачиваемой профессии получает инженер-нефтяник. Именно благодаря этой специальности разрабатываются способы улучшения добычи черного золота и, конечно, газа. Область нефти и газодобычи постоянно нуждается в новых инструментах и методиках и готова щедро расплатиться с разработчиками. Получают они около 3 миллионов рублей в год. Но никогда не стоит забывать о том, что заработок во многом зависит от труда и стремления достичь цели. Наукой, оказывается, не только занимаются, но его еще и то есть ее еще и организовывают. Об этом нам расскажут сегодня наши дорогие гости. Это Нинель Малышева, кандидат филологических наук, заместитель начальника управления научно-исследовательских работ ЦВФУ, председатель молодых ученых, Совета молодых ученых ЦВФУ, и Артур Федоров, доцент-исследователь ЦВФУ, председатель научно-образовательного фонда поддержки молодых ученых Республики Саха-Якутия. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, Нинель, расскажите нам, пожалуйста, вот, кто такой организатор науки и как можно его организовывать? Мы думали только, что наукой занимаются, на самом как деле, о процессе, да? Да. А оказывается, это еще что-то, что нужно сорганизовать, не только мыслительный процесс, видимо. Ну, в частности, в Северо-Восточном федеральном университете организацией науки студентов, преподавателей занимаемся мы, Управление научно-исследовательских работ. Ну, к организации науки относится организация научных конференций, да, организация участия научных коллективов в научных программах и грантах, потому что одним из главных требований нашего учредителя, то есть Министерства образования и науки Российской Федерации к высшим учебным заведениям, является привлечение финансирования на проведение научных исследований. То есть в течение года мы на одного научно-педагогического работника должны привлекать более 80 тысяч рублей. По итогам 2017 года, к радости, да, мы выполнили данные требования министерства впервые в нашем университете. А от чего, простите, оно зависит? От активности ученых, которые предлагают свои разработки, какие-то наработки, да, либо от активности тех, кто выделяет эти деньги? Ну, естественно, это зависит не только от активности ученого, да, а зависит от эффективности ученого, потому что при подаче заявок на такие конкурсы научный коллектив должен иметь определенный научный задел. Это именно научные публикации в высокорейтинговых журналах, которые входят в базу данных Scopus Web of Science, да, это наличие ученой степени, то есть в коллективах должны быть доктора наук, профессора, кандидаты наук. Также у них должен быть определенный опыт именно по участию в таких конкурсах. Имея такие показатели, коллектив может выиграть такие конкурсы. А показатели можно менять? Потому что мне совершенно, например, не нравится вот это условие, когда человек должен публиковаться в каких-то значимых, чаще всего за рубежом, журналах. Мне кажется, это излишним. Мне кажется, что надо судить по его разработкам, делам и так далее, потому что, если мы помним, Перельман вообще совершенно против всякой публичности. Он такой человек в себе. Как же тогда судить о его гениальности, о нужности его научных открытий? Но у нас есть учредитель Министерства образования и науки Российской Федерации. То есть мы пока подчиняемся международному праву. Основной источник финансирования у нас идет через Министерство образования. Поэтому хотим, не хотим, мы в любом случае должны постараться выполнить такие требования. Ну, а так я думаю, публикация — это же не просто там набор слов, это же знакомство как раз-таки с его исследованием. Да, я все понимаю, просто я знаю злую волю, я от ее имени сейчас по сути, публикации имеют те исследователи, у которых есть определенные исследования на самом деле. То есть у них есть то, о чем писать, и то, как бы, разработки, которые нужно представлять именно в виде статей. Ясно. У меня есть вопрос к нашему мужчине, который в единственном числе среди нас. Как жаль, почему всегда женщин больше, но в науке то же самое, или все-таки в науке пока больше мужского ума? И как вообще складываются взаимоотношения между коллегами-мужчинами и женщинами?
Ну, в данный момент в науке так такового разделения мужчина-женщина нет, потому что, в Как принципе, наука это как бы общее, да, то есть это как бы мировое вот понятие, и будь это женщина, занимающаяся наукой, или мужчина, в принципе, результат одинаковый, то есть получает или как бы фундаментальные результаты, или вот прикладного характера результаты. Ну и как раз хочется добавить как раз вот статьи, почему вот статьи нужны, да, вот. Ну, сейчас сложно вот оценить, то есть раньше было такой вот момент, что для того, чтобы оценить работу ученого, необходимо вот какие-то вот меры, то есть мера нужна. И вот ввели такое понятие наукометрия. Это особенно касается таких вот научных направлений, которые направлены на фундаментальные исследования. То есть фундаментальные исследования — это фундамент того, что мы видим. То есть это вся техника, все, что вот осязаемо, все здания, да, это все вот сделано на основе фундаментальной науки. И вот, в принципе, вот результаты вот этой деятельности, мы не можем их, в принципе, затронуть, да, поэтому вот есть такое понятие наукометрия, и это как бы результаты мы их публикуем в виде публикаций, то есть в виде статей, вот наиболее таких весомых журналах. А весомые журналы — это они входят в перечень ВАКа, в перечень Scopus и перечень Web of Science. Ну и, соответственно, получается, что если у молодого специалиста, молодого ученого есть публикация, то, соответственно, он может уже принимать участие в таких вот уже серьезных грантах, как РФФИ, РНФ, РГНФ. Вот этот момент. То есть это получается, что если есть публикацию, то, соответственно, и есть вот этот финансирование. Если есть Да, задел, я то понимаю. может быть Видите, вот результат. Мужчина объяснил, все по полочкам разложил. Четко, ясно и Да, понятно. но при этом, конечно, каждый при своем мнении всегда остается. Слушайте, у нас ведь главная тема — наука в жизни. Расскажите, пожалуйста, вот, допустим, у нас Ирина есть, домохозяйка, которая прекрасно готовит и всегда радует нас чем-то очень вкусным, быстрым, легким. Как для нее современная наука, что она может дать вот в повседневной жизни? Да. Нет, у меня свой вопрос с кухни. Чем питаются молодые ученые, чтобы стимулировать свою мозговую деятельность, скажем? Ух ты! Да. Это же тоже важно. Ну, это важно, это, можно сказать, сложный вопрос. Мы об этом не думали, да, еще? Ну, в принципе, вот питание, оно нужно для всех, то есть здоровый образ жизни, и вот в том числе и здоровое питание, это необходимо всем, вне зависимости от профессии, да, от от профессии. специальности. Наукой ли занимается, с другой ли отрасли занят, ну вот питание нужно всем. И вот я надеюсь, что вот это питание. Это правда, что мозг так много потребляет? Вы больше едите, чем Да. обычный человек? Шоколадок самом- больше поедаете? Мясо? На самом Рыба. деле нет такого понятия, да? Да. Именно по питанию молодых ученых. И вообще Пора исследователей. научное Это направление зависит, к наверное, от развитию. самого человека, Да, как от он организма. питается, что он любит есть и так далее. Вот такого нету понятия, что именно ученый любит Больше есть питаться. или вообще больше питается. Интересно. Как себя чувствует, вы как девушка, ответьте нам, как себя чувствует женщина в современной науке? Ну, женщина в современной науке в последнее время чувствует себя более успешно, потому что и вообще вот если смотреть статистику, да, в последнее время количество исследователей женщин, они увеличиваются, ну, количество увеличивается, потому что есть у нас многие доктора наук именно в сфере медицины, их больше докторов наук женщин, чем мужчин. Они достаточно эффективные, у них есть своя научная школа, они выращивают научных кадров, кадров высшей квалификации, да, защищают кандидатские диссертации, аспиранты защищают докторские диссертации. У них много поддержанных грантовых конкурсов. И вообще вот в последнее время, это не секрет, что научные программы грантов, они стали одним из эффективных механизмов стимулирования ученого. Потому что, допустим, в Российском научном фонде есть такие конкурсы, где 80% финансирования, да, идет на заработную плату исполнителей конкурса. Поэтому Превосходно. в последнее время, да, вот гранты стали хорошим стимулом для того, чтобы человек занимался наукой.
но это и для студентов также, потому что у нас есть студенты, у которых имеются определенные гранты, сумма которого составляет 500 тысяч рублей, 2 миллиона рублей, 3 миллиона рублей. Поэтому на самом деле в последнее время наукой заниматься стало успешно и модно среди выгодно, студентов. да? И выгодно, конечно. То есть молодые ученые у нас в Якутии живут хорошо, зарабатывают хорошо. По всей стране теперь это те, у кого, конечно, есть определенный научный задел. Спасибо большое за то, что вы вышли к нам, что вы нашли время для нас. И большое спасибо за то, что вы прояснили для нас очень многие вопросы. Мы прерываемся ненадолго и вернемся в студию после рекламы. Мы вернулись в студию и к нашим научным вопросам, точнее, к нашим молодым ученым. И следующего гостя нашей рубрики представит Анна Сергеева. Борисова Раиса, инженер-исследователь лаборатории полимерные нанокомпозиты СВФУ. Молодая красивая девушка, которая занимается нанокомпозитами. Казалось бы, что такими вещами занимается только мужчина. Но Артур нам сказал, что женщин в науке в принципе не обижают. Что нам Рая сегодня расскажет. Красавица, Рая. Для Что-то- начала можно да. комплименты, да, потому что, глядя на вас, очень трудно поверить, что вы принадлежите к миру ученых, да еще работая с такими сложными названиями, какие-то производите, пишете научные труды. Ученый, это пока я закончила недавно аспирантуру. Добрый день. Разрешите представить себя. Я представляю учебно-научно-технологическую лабораторию технологий полимерных нанокомпозитов Института естественных наук Северо-Восточного федерального университета. Наукой я начала заниматься буквально с 3-го курса. И мне очень повезло, сразу скажу, с руководителем на 3-м курсе химического отделения, сама химик. Я попала к руководителю, доктору технических наук, профессору, академику Республики Саха-Якутия Хлопковой Екатерине Алексеевне, тоже женщине. С тех пор очень плотно занялась таким направлением, как полимерное материаловедение. В частности, сейчас недавно закончила аспирантуру и оформляю диссертацию по теме разработки износостойких и морозостойких полимерных материалов на основе сверхвысокомолекулярного полиэтилена. Это у нас разновидность полиэтилена, который мы все знаем, и модифицированных синтетическими наночастицами. То есть это то, что можно применять уже на территории нашей республики, Да, правильно понимаю? основная где? цель, научное направление нашей лаборатории заключается в том, что мы разрабатываем новые материалы, и они должны быть пригодны для экстремальных условий Крайнего Севера, то есть для нас. То есть материалы должны быть, во-первых, морозостойкие и износостойкие, сохранять свои характеристики в условиях нашего Севера. Это будет, Если честно, будет я на вообще основе немного не пластмасс. понимаю. Вот полимер это пластмасса. Это Вот, пластмасса. да, простыми словами. Окей, Ага. пластмассы, которые не должны будут ломаться при минус 40 градусах. Да, минус 40 до минус 60 должны сохранять свои рабочие характеристики. То есть их можно будет и в строительстве использовать, Да, в и в строительстве, бытовом, бытовой, и в да. машиностроении И тоже. в пищевой, везде можно Можно использовать. тары Полимеры у нас делать, везде, да, из пластмасс, ваших? да. Тары, даже металлы уже начинают заменять полимерами. То есть коррозионная металлы. стойкость, А покрытие. можно асфальтовое покрытие заменить вашим полимером? Я вас прошу, я Очень полагаю, часто оно будет, да, спрашивают, потому да. что оно не ломается, ведь оно это растягивается, Да, потом но- можно растить как-то. Да, можно, но сейчас у нас направление немножко другое. Этим у нас занимается на автодорожном факультете. Но, конечно, мы тоже можем разрабатывать рецептуры новые. Сейчас мы занимаемся именно вот пластмассами и морозостойкими резинами. Как раз таки вот морозостойкие резины занимается очень плотно наш коллега, тоже аспирант, скоро вот выйдет на защиту, Афанасий Дьяконов, к сожалению, он сегодня не подошел. В прошлом году, если по внедрениям пройтись немножко, то он разработал поверхностно модифицированный материал на основе резины эластомеров, который он внедрил в Toyota Ipsum в Да, качестве я слышала. амортизационной втулки. Также есть То есть внедрение... это резина Да, морозостойкая. резина, покрытая пластмассой, которая сохраняет ударопрочность и морозостойкость. И рабочий Это интервал так у все него до минус сложно. 60 А как вы градусов. пришли именно к этой теме? Почему стали заниматься именно этим? Ну, началось все как
у всех, наверное, у студентов химического отделения я начала со знакомительной практики. В то время базировалась на... То есть институт был на базе Института неметаллов, и только вот в 2011-м открылась своя лаборатория при университете. Огромная поддержка со стороны нашего руководителя Екатерины Алексеевны, со стороны нашей заведующей лаборатории Сарданы Афанасьевны, конечно, в лице ректора нашего университета. Не только я обычно привыкла использовать «мы», потому что аспирантов нас много, коллектив молодой, средний возраст лаборатории 33 года. Мы вместе работаем, разрабатываем новые материалы. И вот после первой практики и после вот первых выступлений очень часто мы принимаем участие на конференциях не только всероссийского, но и международного уровня. Выезжаем на командировки, представляем. И казалось бы, что, может быть, никто не заинтересуется нашей работой, но проявляет постоянный интерес. Конечно. Да, вот то, что самое последнее, это большой наш опыт, это взаимодействие с Китайской Народной Республикой, ООО «Прикладная химия». Уже заказы пошли. Специальных материалов, где на протяжении 2014 года совместные исследования, и вот за последние 2 года мы изготовили для них новые рецептуры материалов. То есть они нам дают специальные техзадания, характеристики, которые должны отвечать их требованиям, и мы разрабатываем для них материал. Хорошо, Рая, давайте вернемся немножко к жизни и спросим. Вот насколько мешает наука, все-таки стереотип же такой, наука, если занимается человек, то день и ночь он замужем за наукой или женат на науке же говорят, а вот в вашей личной жизни наука мешает или все-таки это все вместе идет? Хотелось бы отметить, что это, наверное, такой стереотип, который уже, наверное, уже его сломали, потому что, да, устарел, потому что все, аспиранты, которые с нами работают, и другие наши коллеги, они все, можно сказать, преуспели. Я сама, будучи студенткой, уже вышла замуж. Как хорошо. Вы вышли замуж преуспели. Человека, который на одном с вами поле деятельности? Нет, мой муж строитель, он... Я понимаю теперь, почему полимеры и все такое прочее. Да, я с ним тоже, он дает ценные практические советы, на основе которых вы можете я с ним постоянно консультируюсь вот в области внедрения, допустим, какие вам сейчас образцы, может быть, нужны, покрытия. Ну, прям вообще идеальная пара. А какой стимул идти вообще молодой девушке в науку? Вот для вас что привлекло? Ну, во-первых, наверное, самая моя ближайшая цель – это защитить кандидатскую диссертацию. Раньше я думала, что это что-то такое нереальное, возможно, да? Но сейчас, видя своих коллег молодых, Нинель Малышев, которая недавно защитилась, у нас очень много грантов, которые поддерживают нашу науку, да? Оплачивают наши поездки вот, на командировки и так далее. Я поняла, что, может быть, это и реально. И хотелось бы, да, реально. Поэтому я сейчас в процессе, я готовлюсь, и я верю, что я сделаю все. Спасибо большое, Рая. Было очень интересно побеседовать. Да, вы открыли буквально нам мир ученых с новой стороны. И тем более нам очень приятно, что это лицо такое очень симпатичное, такая девушка, и целеустремленная. Для всех девушек пример Борисова Рая, который занимается полимерными нанокомпозитами. Ну, а мы сейчас нырнем именно туда, куда мы так любим нырять с нашей Анечкой, в нашу вкусную шкатулку. Вы уже заметили, что Ира, когда задавала вопросы, она все-таки задавала свои вопросы, не отрываясь от своего основного занятия, готовя что-то вкусное. Что именно, мы сейчас узнаем. Добрый день еще раз. Ну, поскольку я это время отдыхала, приехала с отдыха, привезла с собой новый рецепт. Рецепт арабский. Как вы знаете, там очень любят восточные сладости, орешки, мед и так далее. И поэтому я сегодня хочу показать, как можно сделать такое восточное блюдо, как пахлава. Называется, ну, пришло оно к арабам, это не их коренное блюдо, оно пришло к ним из Турции. Но, тем не менее, прижилось, и они его постоянно готовят, можно во всех ресторанах его заказать, да, и попробовать. Рецепт очень простой, простейший. Как обычно, у нас тут идет
готовое слоеное тесто. Понадобится нам для этого, кроме этого, орехи. Я взяла грецкие орехи, сливочное масло, сахар, мед и желток. Значит, начинаем. Мы берем 2 пласта теста, я взяла. Вообще в идеале пластов должно быть до 15. Да, то есть оно должно быть такое, ну, такая большая пахлава должна получиться. Но у меня здесь 1 пачка, поэтому я особо тут, ну, как есть, так и есть, покажу. Это слоеное тесто? Да, это готовое слоеное тесто. Мы нарезаем его на пласты и начинаем смазывать сливочным маслом. А можно мы поближе Растопимся к тебе? Конечно. Спасибо, это мы любим. Смазываем каждый пласт сливочным маслом. Так. И потом сверху мы выкладываем начинку из орехов. Орехи мы предварительно немножко толчем, измельчаем, чтобы у нас они не слишком крупные были. А я и от этого уже вкусила, когда никто Мы не заметили. видел. Ну и как? Мы заметили. Очень Было вкусно. очень вкусно, потому что она не могла произнести Да. ни слова. Это я привезла из Арабских Эмиратов. Называется, кажется, правильно, ранжина. Ранжина? Это финики, да, фаршированные. Из них убирают косточки и фаршируют орешками. Тоже с медом? Нет, по-моему, тут меда нету. Но блюдо очень калорийное, я скажу. Так же, как и Калорийное. пахлава. А нас да. это не пугает. Поэтому, кто худеет и следит за своей фигурой, то Пока ты здесь, осторожнее. по понедельникам мы точно не худеем, потому что ты с нами. Мы А худели финики? вот эти 2 недели без тебя. Как раз Да. хватит, наверное, уже. Финики выращивают в Эмиратах около 40 видов, поэтому их там очень много. И делают различные с ними блюда. А вообще кухня у них очень такая, Обильная. скажу, острая. Да? Мгм. Но очень вкусная. К каждому блюду они подают соусы луковые или чесночные. Также используются различные пряности. Вот. И А объем, который подается, он какой? Как у нас? Объем? Всё-таки, ну, не мы объем, как ходили как в арабский хотите. ресторан Да. с мужем. Специально пошли, чтобы там, ну, как бы вкусить вот это впечатление, да? Мгм. И сидели на полу. У нас была скатерть, и туда нам принесли все, что мы заказали. Перед этим, значит, обязательно они дают чечевичный суп, бесплатно приносят. Закуски, там, помидоры, огурцы нарезанные. Но ведь ты же можешь наесться до того, как тебе принесут Да, основное да, блюдо. да. блюдо. А потом Здорово. приносят огромное, просто металлическое блюдо, на котором рис. Если курица, то это пол курицы. Если О. рыба, то это огромная рыба, Так, я просто хочу. вся целиком. Я уже да. хочу туда. Это я уважаю. Так, Вот, времени поэтому мало, мы успеваем приготовить? Мгм. Успеем. Ну, у нас же потом еще будет время. Хорошо. Равномерно рассыпать. Да, равномерно мы выкладываем. А я полагала, я как-то видела, как готовят классическую пахлаву, там что-то без конца раскатывают, потом в холодильник, опять Да. раскатывают, опять в холодильник. Я Тесто, подумала, никогда. если 15 слоев теста, то его нужно раскатывать, конечно же, Вот, очень да. тоненько. Это я показываю такой рецепт на скорую Экспресс? руку. Да, экспресс. А у Поэтому, нас конечно же, слоеное это... готовое тесто. Мгм. Хитрые Так, мы Да, такие. и тем более М. готовое. Пока девочки готовят, надо прерваться ненадолго на рекламу, потом вернемся. Ну вот мы смазали наши пласты теста сливочным маслом, сверху покрыли слоем орехов грецких, и дальше мы должны вот эти пласты сложить друг на друга. Я полагаю, пока ты этим Вау. будешь заниматься, мы вернемся в студию, потому что есть еще один гость нашей программы. Кто это? Это у нас Николай Тимофеев, заведующий кафедрой Ух ты. горно-разведочного факультета Так. СВФУ. Господи, почему я путаюсь-то? Кандидат технических наук. Николай Тимофеев. Вот Николай мужчина, поэтому, наверное, я разволновалась. Да, потому что он сейчас нам еще Мы что-нибудь привыкли скажет. между женщинами тут. Добрый день. Добрый Добрый день, день. Николай.
Ну, Николай, у вас исследование касается Геологических буровых, работ. вот все то, что нам очень незнакомо женщинам. Можете нам как-то очень Доступным доступно, языком, потому да, что рассказать? мы сложные термины можем даже не понять. Хорошо, задачу понял. Но сперва хотелось бы поздравить своих коллег с Днем науки, пожелать точно. успехов, еще больших новых открытий, исследований. Ну, ведь гранит науки, он многогранный, и сейчас очень много перспектив грызть другие новые грани, да, и так далее. Также хотелось бы немножко рассказать о наших научных исследованиях, которые мы ведем на кафедре у нас, да. Эта кафедра называется наша технология техник разведки месторождений полезных ископаемых геолого-геологического факультета Северо-Восточного федерального университета. Но наши научные исследования, они ведутся под руководством опытного профессора нашего, это профессор Скрябин Львов Миронович. И наши исследования, они направлены на изучение и совершенствование технологий, техники разведки месторождений полезных ископаемых именно вот в наших якутских условиях. Ух ты. И Полезные ископаемые — это... Прежде всего, нефть, газ? это в том числе это наша первая основная задача, это твердые полезные ископаемые, которые мы так называем, это алмаз, золото, олово, серебро, вот что редкоземельные металлы и так далее, да? Их много. И потом уже жидкие, это нефть, газ, вода и так далее. И ну, отрадно, что наука сейчас привлекает молодежь. И, ну, как уже мои коллеги сказали, наука, она не разделяет на женский и Мужчины мужской же, пол, да. да? Ну, И, гендерного нет да, подхода. такого нету. И это надо понять. И, Спасибо, мы поняли. И когда мы говорим про науку, ну, наша кафедра, мы принимаем выпускников школ, да, только вот молодых ребят, парней только, да. У нас нет такого, у нас профессия такая мужская, поэтому мы вот прекрасную половину человеческой не берем, да, к себе. И, ну, буровые работы, сами понимаете, это полевые условия, да, тяжелые труд и так далее. То есть, и отрадно, что наши молодые студенты, они активно начинают заниматься наукой. Они проявляют свой интерес, активно участвуют, мы их вовлекаем в свои процессы исследования и так далее. И это уже дает им что стимул, они уже раскрывают свой потенциал, они уже вносят какие новые свои лепты, да, можно сказать, открывают новые изобретения. Ну, в общем, они нам помогают. Очень хорошо. Конкретно, Николай, если вернуться к вашему исследованию, вот что вы открыли нового? Всем, Хорошо. наверное, Или интересно. разработали Да. что-то? Да, я Доработали. вот сейчас буровым расскажу. именно. И благодаря вот моему руководителю Скрябину Льву Мироновичу и руководству Алмаза Набара, нашего якутской компании «Алмазодобывающей», нам удалось разработать и изготовить новый вид бурового снаряда, который мы называем шнекоколонковый буровой снаряд. Он предназначен для бурения скважин именно вот больших диаметров при разведке рассыпных месторождений алмазов. Но месторождения вот алмазов, они разделяются на два типа, да, коренные и рассыпные. Рассыпные — это которые распространены по всей площади, да, поверхности Земли. И сейчас вот разработка ведется и разведка ведется таким вот устаревшей технологией. Это называется, термин такой буровой, да, это шурфопроходка. То есть взрывают и потом вручную это все сгребают, да, пробу. И с каждым взрывом выработка углубляется. Вот то, что мы видим, трубку «Мир». А вы не будете делать такую нет, трубку? Нет, Или, у нас, или у нас это трубка другое «Мир» вообще? это карьер, да, это другое. карьер, Это да. другое, да. А у нас Боже, это я горная вообще не выработка. разбираюсь, ну, извините. У меня Да, мама я геолог. понимаю, да? Попробую сейчас объяснить. Допустим, когда вот взрывается горная выработка, шурф, да, называется, да, и с каждым взрывом она углубляется на некоторый интервал. И после каждого взрыва спускается человек и оттуда вручную собирает пробу, которая разрушена, да, вот массив горный. Наша задача, чтобы там не было такого, чтобы человек спускал выработку, да, все сверху сделано механизированно, то есть буровое оборудование. И это как раз-таки вот позволит механизировать вот весь сложный процесс, и самое главное это безопасность ведения Понятно. работы. То есть да? вы механизировали Или всё. же- Вот, А я-то думала, вдруг вы что-то открыли такое, когда взяли и прям просветили все насквозь и смогли определить и состав, и И там лежат толщину, такие пока, к сожалению, силовые этого нету. солегания, да? Да, и собираешь прямо вот так. Ну, вот в так. скором времени такое будет. Очень хорошо. Круто. Вы знаете, у нас основная тема – это все-таки наука в жизнь. Но я хочу от обратного пойти. А что вам дала наука? Наука, в первую Да. очередь, это стимул, это достижение своих
То есть вы намеченных планов, раскрываете, да, свои какие-то вот, и таланты. потенциал. Вот, Да. И хотелось бы сказать, что я Но с вот деньгами же после- это не связано, надеюсь. с деньгами. Ну, конечно, мотивация есть материальная. Да? Но Сейчас современное время, сегодняшнее время, молодежь, мы заинтересованы материально все равно, да? Выгода все равно нужна. Да? Ну, конечно, Потому как что без содержать этого? семью А и так каким далее, и так основным далее. Да? качеством должен обладать человек, который идет в науку? А еще раз? Не расслышал. Каким основным качеством должен обладать человек, который хочет заниматься наукой? любить, наверное, свое дело. Конечно, энтузиаст, самое главное, первое, должен быть энтузиастом. Самое главное еще понимать свою профессию, идеологию, и должно подойти фундаментально к проблеме. А То есть вот за основу. вы можете, Николай, сравнить науку и спорт? Очень сложно, потому что у меня есть они не направление похожи? техническое, да, они не похожи. Но Но в плане того, спортсмен что вот и ученый это все-таки спортсмен, совсем я вот- разные люди, да? я вот Спортсмен могу разного ошибиться, достигает, да. ученый продолжительно Почему Вот долго. разово-то? именно, Он да, всю свою комплексно, жизнь цикловой, идет да, к идет. тому, чтобы стать олимпийским чемпионом. Он свою Нет. жизнь кладет. Видишь, как много параллелей мы просто нет. сегодня провели. Огромное вам спасибо, что вы, молодой ученый, нашли все-таки в плотном Спасибо. графике своем. Совершенно выкроили несколько минут для нас и так прекрасно нам рассказали о том, что для нас было, оказывается, даже неизвестно. Очень приятно, что вы И все-таки, наверное, нужны амбиции, да, для того, чтобы стать ученым. обязательно, В первую очередь. обязательно, да. Нужны. Ну что, мы возвращаемся к нашей Ире, возвращаемся в нашу шкатулку, потому что там уже что-то готовится вкусное, и запахи невообразимые в студии стоят. Мгм. Я уже подготовила, вы можете подойти. Ой, а можно я чашку Еще сразу раз. чаю прихвачу с Мгм. собой? Значит, Можно я уже тоже? намазала Так, пласты, Леночка, конечно. как говорила до этого, сливочным маслом. Сверху выложила слой орехов и друг на друга все это выложила. Вот эти пласты, они у нас друг на друга. И еще раз говорю, что в идеале пахлава должна быть до 15 слоев. Вот у нас получилось 4. Ну ничего, это нужно было раскатывать тонко. Если мы делаем дома, в домашних условиях, то Ничего страшного, да? ничего страшного. Что она да. толстенькая такая. Самый верхний слой, она такая и должна быть. Мгм. Да. Сверху мы смазываем ее желтком. Так. Как все аккуратненько ты делаешь. А желток А я бы он уже... делает... Он ее делает румяной, Мгм. подрумяненной, блестящей, такой глянцевой, придает глянец. А можно это утром кушать, днем кушать или вечером? Ну, как Если ты не боишься хотите. за свою талию, я полагаю, Если ты можно не и ночью. боитесь, да, потому что, Сказать как ночью. говорят, в 100 граммах пахлавы содержится где-то около 1500 калорий. Я надеюсь, это отпугнет сейчас от пахлавы всех остальных, и я ее съем одна. Нет, конечно, это никого не Ну, пугает. иногда можно. Иногда можно. Почему нет? Ты сама, когда была в своих южных краях, Мгм. вообще налегала на это лакомство или не очень? Нет, это я не... Вот это мы заметили, что нет. Я там заказывала в основном рыбу, потому что я очень люблю рыбу. И там есть такая рыба, называется хамур. Так. Это деликатес, морской окунь. И И тебе очень понравилось. они его так готовят, ну я не знаю, это вообще все, что мясо, курятину, да, они едят говядину, баранину и козлятину. Свинину не едят, потому что мусульмане едят курицу и птицу. Понятно. Курицу. Курица не птица. И как они Сама готовят? вот, Они они вот ее в таком готовят. большом... У них особая такая тепловая обработка, да, то что они не используют масло при этом, но раскаливают сковородку до такой степени, до 300 градусов у них Что температура она доходит. сразу буквально Да. все запечатывает. И да? кидают туда мясо, и там вот каким-то образом, ну не знаю, это уже какие-то технологические, да, там подробности, белок свертывается, мясо жарится, и внутри сок весь остается, и поэтому оно получается такое сочное и хрустящее. Превосходно. Да. Вот ты нам покажешь, как Очень выглядит вкусно. пахлава вживую? Так, потом вот эту пахлаву мы разрезаем на ромбики сразу же. Сразу же? Ой, я забыла, у нас столько нож для пиццы. М. Со слоеным тестом работаем только спецерезкой. Ты знаешь, мне бы хотелось одну минутку буквально уделить нашей Анечке. Дело в том, что Аня, не предупредив совершенно, Да. пришла сегодня с тортами. И, естественно, она готова нас накормить в честь своего дня рождения. Это так? Ура! А мы готовы тебе предложить пахлаву. И не Да. только. Пахлаву. Мы Да. сейчас будем Это пить. Она у редчайший, нас редчайший уже случай. готовая. Вот она так выглядит. Покажите. Вот она выглядит вот Все так у нас вот. очень быстро. Да, что быстро, Сверху мы спонтанно. ее залили сиропом с медом.
И вот это Сиропом является сиропом. большим подарком для нашей Анечки. Аня, мы поздравляем тебя с днем Спасибо рождения. большое. Мы желаем, чтобы ты Вот была такой торт у счастливая, нас. красивая, такая же умная, развивала свои таланты. И, естественно, чтобы все молодые ученые были в фокусе внимания не только твоего или нашего, но еще и в фокусе внимания правительства, в том числе, в первую очередь, российского. Ну, по-моему, они Надеюсь, хорошо во я внимании находятся. Да, я надеюсь, что так оно и есть. Спасибо большое. Покажи, пожалуйста, камеру. Покажи свой тортик. торт. Как он выглядит? Ура! С днем рождения, С Аня! днем рождения! Happy birthday to you! С днем рождения тебя! С днем рождения! С днем рождения! С днем рождения! У меня вообще первый день рождения в прямом эфире. Это Ну, вот, супер. конечно... Это очень знаково, я считаю. Да. И поэтому, надеюсь, твоя жизнь Осталось с этого в истории. момента. Да. Юбилейная дата. Пишите, что? звоните, мы Да, вас вот любим. Мы вас любим и очень ждем. До Вы знаете, следующих где встреч. найти нас в Предлагайте свои Инстаграме. рецепты. Да. Пока. Ну все, я надеюсь, что сегодня наш день удался, понедельник удался, значит, и неделя пройдет просто великолепно. Всем удачи, счастья и любви. Пока. Пока-пока. Удачи!